для того, чтобы увидеть страну в каком-то будущем хорошей, красивой, процветающей, уже сейчас нужно применять какие-то меры. То есть мы исходили из того, что вот мы хотим увидеть Абхазию в 2030 году процветающей, и что сегодня как раз мы должны сделать. Не в 2029 году, а сегодня. Что мы должны сделать, чтобы наша страна развивалась, и чтобы мы как раз в 2030 году увидели другую Абхазию, более успешную, более процветающую, и в которой интересно жить и удобно жить, и в которую приезжают туристы и не переживают, что у них украдут iPhone или побьют кого-то, или разобьют стекло в машине. Да, и мне кажется, это чрезвычайно важные и чувствительные вещи. И мы покажем, что есть соревнование результатов и соревнование эффективности. Это чрезвычайно важно, мне кажется. Если получится на малом, то это будет социально-психологический эффект иметь как раз. И можно это потом масштабировать. Сегодня, к сожалению, в Абхазии у нас нет ни одной молодежной программы, которая бы способствовала именно молодого гражданина как профессионала его становления. И данный конкурс «Гордость Абхазии» позволит каждому, кто имеет образование, кто имеет амбиции, кто имеет определенные знания, принять участие и быть услышанным. И я всегда говорю, что самым главным ресурсом нашей жизни являются люди. Прежде всего, этот конкурс станет огромным опытом у каждого молодого человека. Он сможет стать точкой, которая поможет в дальнейшем ему найти себя. У меня тоже есть опыт участия в подобного рода конкурсе. Я выиграла конкурс «Студент года Российской Федерации» в номинации «Студенческий лидер года». И я могу с уверенностью сказать, что именно этот конкурс стал точкой, по которой я пошла дальше, нашла свой путь. И сегодня в Абхазии я знаю, кем, как и чем я могу быть полезна. Я уверен в том, что конкурс молодых управленцев гордости Абхазии, он будет для Абхазии таким стартом или осмыслением того, каким образом должны выглядеть государственные служащие, какими компетенциями они должны обладать. Поэтому я очень рад, что подобного рода конкурс будет проводиться в Республике Абхазия. И, безусловно, без обновления государственного аппарата за счет молодых, профессиональных и компетентных представителей невозможно дальнейшее эффективное реформирование государства. Я, конечно, сам тоже в ходе своего обучения в университете у меня была возможность прохождения разного рода практик и стажировок и в Федеральном агентстве по делам молодежи, и в государственной корпорации Ростех. Я как бы на себе имел возможность почувствовать то, насколько сильно изменяется твое мировоззрение, когда у тебя есть возможность получить новый опыт, и когда у тебя есть возможность получить этот опыт от более старших и опытных людей. Хочется, чтобы на выходе, то есть у нас не получились такие неокомсомольцы типа там лозунгами и так далее. Я думаю, никому это не нужно. А вот чтобы был лидер, и вообще говоря, хочу сказать, что многим нашим чиновникам, политикам не хватает простого навыка общения с людьми на простом человеческом языке. Вот я думаю, вот такие, если вещи тоже будут учитываться в конкурсе, чтобы не лозунгами, не формализмом, а вот лидер, он ощущается как? Вот то, что, Инал, вы говорили, это правильно, что человек должен почувствовать, как он может вообще управлять командой. Вот такие какие-то сущностные важные вещи, они выявят людей, которые могут или не могут. Но вот я надеюсь, этот конкурс, он будет таким гибким, динамичным и развивающимся. Это плановый проект, это плановый конкурс. Мы его и с Раулем Джумковичем обсуждали еще в декабре месяце. Я хочу, чтобы вы тоже это услышали. Я вот сейчас выступал на телевидении, такой вопрос тоже был. Это не связано с какой-то там политической конъюнктурой. То есть в целом это такая плановая история. Она основана на, повторюсь, тех обращениях, которые я лично получаю от молодых людей. И я просто подумал, что нужна какая-то система реагирования. Тяжело реагировать на каждый отдельный случай, это действительно достаточно трудно. И увидя результаты конкурса «Лидеры России», я подумал, что было бы уместно такую конструкцию у нас построить в Абхазии. Аршба Валерия, студентка 3-го курса Департамента международных отношений АГУ. На сегодняшний день мне 20 лет.
И хочу заявить с ответственностью за всех молодых людей от 18 и выше лет. Было бы жаль потерять такую возможность, лишиться возможности проявить свои качества, поучаствовать в таком полезном для себя, для своего мировоззрения и развития мероприятии, конкурсе. Считаю, что каждый от 18 лет уже сам способен оценивать свои способности, продвигаться вперед и решать, участвовать в таком конкурсе человеку или нет. И прошу, пожалуйста, не лишайте нас такой возможности, потому что мы полны решимости. Вот это я хотел услышать. Вот эта харизма, стремление подниматься все выше и выше в социальной иерархии, у нас, у абхазов, тоже сильно развито. Вот это чувство сильно развито. А оно наблюдается у всех народов мира, у человека вообще. Такое стремление, такое желание появляется у детей с раннего возраста. И человека это никогда не покидает. И мы это на себя сегодня даже испытываем в каком-то негативном аспекте. Значит, управлять человеком – это наисложнейшее искусство. Просто если человек, кто-то из нас хочет стоять на желаемом ему уровне в обществе, статус, иметь такого управленца и так далее, этого одно желание здесь недостаточно. Более того, желание должно быть как бы спрятано, чтобы управлять другим. Ибо это вызывает как раз негативное отношение со стороны того, кем вы собираетесь управлять. И потому очень важно, чтобы человек понимал, управленец понимал, с каким объектом он имеет дело. Осознав всю пагубность этой реальности и постепенно, насколько это возможно, отходить от нее. Управленец – это человек, знаете, я уже как-то говорил, здесь важно учитывать нашу собственную ментальность. Когда мне предлагают свою кандидатуру в качестве депутата или тем более президента, это меня унижает. Почему он сам предлагает свою кандидатуру мне? А ему тоже приходится, кстати, это делать, потому что у нас нет институтов, общественных, политических или каких-то институтов, где личность проходит апробацию социальную. Я всячески поддерживаю эту инициативу и думаю, что мы сегодня обсудим это и примем какие-то очень важные решения. И я думаю, что должны быть разные направления. И вся молодежь хочет занимать какие-то официальные посты, но есть и такие, которые хотят заниматься аналитикой, какой-то научной деятельностью. За какую проблему вы считаете, что вы хотели бы ее решить? Да. Вы хотели бы, чтобы вы лично вложили в свой вклад свое умение, ум и так далее, знания, в то, чтобы эта проблема начала решаться. Может быть, не до конца. Но здесь можно много и о бедности говорить, и об экологии, об абхазском языке и так далее, и так далее. То есть, чтобы люди видели, что главное все-таки то, что их волнует. И, конечно, для того, чтобы решить эту проблему, надо уметь работать и с командой, правильно выстраивать стратегию, дорожные карты и прочее, прочее, прочее. Справедливо будет, что в конкурсе национальном будут участвовать граждане этой страны. Неважно, где они проживают. Да, безусловно. Не жители, как жители Абхазии, но и представители зарубежных абхазских диаспор. Там обязательно, наверное, наличие гражданства. Я со своей стороны очень поддерживаю этот проект, о нем знаю уже давно, можно сказать. Мы с Батовичем этот проект обсуждали.
И что радует? У нас проблема давно, и кадровый вопрос. У нас руководители не берут молодежь себе там в подручные по правую и по левую руку, чтобы немножко их научить, чтобы показать, как эта система работает. У нас получилось так, ребят, бах, с улицы, и сразу там министрами, и сразу там замами. И приходится учиться, ребята учатся, это год-два, это потеря времени, а мир не стоит. И потому, я думаю, этот проект, этот конкурс он создаст новую такую плеяду управленцев, молодых людей, уже опытных, прошедших вот эти вот стадии, прошедших там рядом с руководителем тех иных управлений, какой-то набравшись опыта, и я думаю, мы вырастим хорошую плеяду. Я исхожу из того, что руководитель нашего государства, кто бы ни был избран, должен прислушиваться к мнению людей. Мы не придумали это все на основе тех позиций и голоса молодежи. И мне кажется, что это исключительно полезно. Конечно, какие-то детали можно обсудить, но в целом исхожу из того, что это действительно полезный и важный проект. Я думаю, что его нужно реализовывать. Я считаю, что ничего нам не мешает добиться результата качественного, да, и давайте уже сделаем какой-то такой шаг в будущее. Спасибо огромное. Спасибо.